если вдруг возникла коррупционная ситуация, чтобы эта работа также проводилась на высоком уровне. Также у нас есть предложение ввести в районном СМИ колонку, в которой для населения разъяснялись бы различные аспекты правового характера, то есть как получить муниципальную услугу, к примеру, допустим, как получить земельный участок для пользования или в аренду, как встать в очередь в детский садик, или куда обращаться, если вдруг склоняет к коррупционному правонарушению. То есть эту работу с населением нужно вести, продолжать. Дальше. Из таких моментов я, в принципе, перечислил основные направления работы. Хочу закончить свое выступление таким простым примером из своей личной жизни. У меня на первом месте работы, я раньше работал в налоговой инспекции, был достаточно долго работающий сотрудник, он более 20 лет проработал, был на хорошем счету у руководства, ему до пенсии оставалось буквально 2-3 года проработать. И однажды он на рабочем месте не появился. И когда мы начали наводить справки, оказалось, что он в настоящее время находится под следствием. То есть его взяли на взятки за непроведение контрольных мероприятий в отношении фирмы. И взятка составляла 5000 рублей. То есть человек ради взятки в 5000 рублей перечеркнул все свои заслуги на работе, перечеркнул всю свою репутацию. Он был приговорен к 2 годам лишения свободы условно, к выплате штрафа приговорен. И я хочу обратить еще раз внимание всех участников сегодняшней сессии Совета, что значит, у коррупции есть такой негативный момент, что человек, взявший взятку, он может взять ее 1 раз, может взять ее 2 раза, может взять 3 раза, но на 4-й раз обязательно на его руках застегнутся наручники. И после этого, как он будет смотреть в глаза своей семье, своим коллегам, своим детям, после этого его репутация будет безнадежно испорчена после этого. И я призываю всех быть честными, начать с себя в первую очередь, и в случае возникновения коррупционной ситуации обращаться к помощнику главы по противодействию коррупции в правоохранительные органы и сообщать о таких фактах. То есть не замалчивать их, не умалчивать. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Валерьевич. Огромное вам спасибо. Передайте слова благодарности Мару Сарынычу тоже от имени всех депутатов. В очень тесном контакте мы с вами работаем. Меня поддержали в министерстве, и здесь мы очень тесно с вами работаем. Если будут вопросы, еще созвонимся. Огромное спасибо.